İnsanda anıttalgan Bölüşüp koyuңуздар, достор, Кыргызстан бөлүшүп жашаган коюңуздар. жери бар. Жашы жетелек өзүнүктү. Бирде, үчтө, эки батасы чыкканда бар. Мурда соттолгон эмес. Ошондой эле Бекчаров Эрлан тергөөдөн же соттон жашырынып кетүүсү, же болбосо күбөгө же кылмыш жасап сот өндүрүшүн башка катышуучуларга коркунуч келтирүүсү, далилдери жок кылуусу, башка жол менен тергөөнү жана ишти сотту териштирүүгө объективдүү жүргүзүүгө тоскоол кылуусу, же болбосо кылмыштуу иш менен Бөлүшүп коюңуздар. жетиштүү негизде таптакыр жок. Ошол себептен айтылгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жасоо кодексинин 7-105, 107, 114, берилген алып өтүлөм. Бишкек шаардык биринчи маарабелик сотунун 25 октябрь 2022 жылы айыпталуучу Бекчаров Уулу-Эрланга карата башкаруу чарасы боюнча токтомду жокко чыгарып, жаңы токтом кабыл алды. Кылмыш иши боюнча алдын ала тергөө учурунда айыпталуучу Бекчаров Уулу-Эрланга карата башкаруу чарасы катар эч жакка кетпөө тууралуу сыйлагат алымы тандоону. Мен сотто сүйлөгөн сөздүн көчүрмөсүн иштетип деп коюм. Говорит, ты будешь говорить, хорошо? Уважаемые судебные коллеги, уважаемые участники судебного заседания, я полностью поддерживаю апелляционную жалобу моего коллеги, полностью поддерживаю все доводы, которые он изложил. Мой коллега указал на явные, грубые нарушения, допущенные при рассмотрении данного судебного материала при избрании меры пресечения. Уважаемый суд, есть два слова: диктатура и сила. Используются в политике, используются в юриспруденции. В юридическом сообществе мы ярко и любим говорить, что должен быть диктат, должна быть диктатура закона. Сила закона, когда будет порядок. На деле мы имеем другое. В 2019 году вступил в силу новый уголовно-процессуальный кодекс 2017 года, где был введен впервые за всю историю Кыргызстана институт следственного судьи, задача которого осуществлять контроль в досудебном производстве, проверять все данные. Мой коллега сказал, что достаточных данных не было, это первое. Второе. Он указал на нарушение части 1 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса, в котором суд не проверил, насколько обоснованы были доводы обвинения. Согласно части 1 статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса, мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления уголовным законом, которым предусмотрено наказание свыше 5 лет. И есть оговорка, очень хорошая и важная: при невозможности применения иной меры пресечения. На сегодняшний день что мы видим, уважаемый суд? Все судьи абсолютно видят лишь только, что инкриминируется. Ага, по квалификации тяжко, особо тяжко, все, за решетку. За решетку, за решетку. 90% санкций за решетку. Но ничто не выясняет, а почему судьи не задумаются? Я не могу принять иную меру пресечения. Что мне мешает это сделать? У него что, разве нет постоянного места жительства? Он может сбежать, либо продолжать заниматься преступной деятельностью, либо надавить на свидетелей. Этих данных нет, уважаемый суд. Мы должны прекратить эту порочную практику. Только судебная система может сделать качественное следствие одним только решением. Это уже прекращать попустительство с их стороны, уважаемый суд. Отказывать в удовлетворении ходатайств необоснованно. Вот он заключен под стражу 24 октября. С 24 октября, сегодня 10 ноября, 16 дней, ни одного следственного действия. Ни разу он не выводился. Для чего его держат? Он особо опасный преступник. Он на месте был задержан с поличным. Нет, этого не произошло, уважаемый суд. Также и нету свидетелей, которые бы указали бы, либо написали бы заявление и сказали: вот, Эрлан Бекчароев, он ходил по людям, за руки брал, говорил: давайте так сделаем, это делаем. Этого тоже нет, уважаемый суд. Как вообще следственный судья мог принять такую меру пресечения применить? Я полностью поддерживаю своего коллегу, уважаемый суд.
И сейчас, когда вы удалите совещательную комнату, вы должны решить. У нас какая диктатура? Диктатура закона. У нас есть сила закона, либо нет. Потому что, когда идет достаточные основания применять меру пресечения, достаточные основания заключать под стражу, должны быть наличествующие признаки. Хотя бы у следствия, и либо следствие должны были предоставить загранпаспорт, сказать, вот он, виза у него есть, он завтра должен был вылетать, поэтому нужно его задержать. Завтра мы же не сможем, как говорится, наказать его в соответствии с законом, уважаемый суд. Этого не было. Поэтому как мы можем признавать и соглашаться с постановлением Следственного судьи от 24 октября, уважаемый суд? Я прошу вас полностью его отменить и избрать меру пресечения в отношении Руана Бекчарова, не связанную с лишением свободы. Тому есть все условия и все возможности, уважаемый суд, у вас. Уважаемые судебные коллеги, уважаемые участники данного судебного заседания, на протяжении вот этих 2 дней, мы просмотрели уже 22 меры пресечения и 22 законные задержания. Я не буду сейчас вдаваться в ту подробность того, что согласно нормам уголовного процессуального законодательства требуются те документы, этот документ. Это все мои коллеги сказали, и они у вас под глазами. Я хочу сказать другую вещь. Я хочу сказать, за вот эти подписку они выездили еще раз. Просто домашний арест. А почему не выбирают домашний арест этим людям? Да потому что они говорят о том, что эти люди завтра будут воздействовать на следствие. Интересно, как? Будут идти того, что будут пользоваться соцсетями. А интересно, а неужели в домашнем аресте и в уголовном процессуальном законодательстве нету нормы, где можно поставить, запретить пользоваться социальными сетями? Потому что боятся то их только из-за социальных сетей, что они выйдут и будут говорить правду, о которой говорит весь народ Кыргызстана практически. Говорить о том, что происходит там. А по нему я могу сказать, это журналист. К вашему сведению, здесь журналисты, многие дадут подтверждение. Я также являюсь владельцем медиахолдинга «Наждак». Он у меня журналистом работал, свободным журналистом. Здесь каждый из журналистов подтвердит, что он журналист, свободный журналист. И этот свободный журналист пошел получить информацию, он пошел просто посмотреть. И за это его, за журналистскую этику, за журналистские расследования, обвинить его в таком тяжком преступлении, это смешно и абсурд. Абсурд следствия, именно абсурд следствия, которые не могут до сегодняшнего дня рассмотреть принципы самого преступления. Мы же все юристы здесь прекрасно знаем, что такое преступление. Должны быть 4 признака. Объект — объективная сторона, субъект — субъективная сторона. Где здесь в его действиях преступные деяния? Здесь нет ни объекта, ни объективной стороны, ни субъекта, ни субъективной стороны. Он свободный журналист, и ему инкриминирует попытка захвата власти. Тогда здесь можно каждого журналиста смело брать под стражу. Но дело-то даже не в этом, уважаемые судебные коллеги. Дело-то не в этом. Я уже 100% знаю, какой будет вердикт. Вы оставите это в силе. Это мы за 2 дня уже увидели. Смысла говорить что-то там больше, красивые слова, смысла не вижу. Потому что судебная система, я так понял, на сегодняшний день превратилась просто в нотариат Белого дома, и все. И то, что этот нотариат сегодня делает, то, что захотели посадить журналиста за то, что он хотел взять, посадили. А теперь вернемся к самому следствию. Уважаемые судебные коллеги, это смешно. Давайте посмотрим, уважаемые, извините, давайте посмотрим на материалы. Его допрашивают в Ленинском РОВД.
Его допрашивают в Ленинском РОВД. Допрашивает другой, совсем никому неизвестный следователь, который не пишет свою фамилию. А через какое-то время, через 3-4 числа, приходит с ГСУ МВД постановление, где написано: следствие, допрос произведен следственной службы МВД, ГСУ МВД. Джапекова, которого он не видел, который должен был предупредить его об уголовной ответственности, предупредить, сказать твои конституционные права, разъяснить ему, этого не было. Принесли готовое распоряжение, ассалам алейкум, вот оно вам распоряжение, по нему подпишите, вы задержаны. Есть вот эти задержания, само, это просто дебилизм, который сейчас МВД сделала с этим делом и загрузила вас, судей, это поставить этому нотариальную печать. Уважаемые коллеги, я не хочу вас обидеть. Я сам вырос в этом суде. Я вас всех знаю. Я знаю вашу порядочность. Я знаю вашу принципиальность. Вы принципиальны. Я знаю нашего прокурора. Принципиальный парень. Но сегодня по делу, по вот этим 22 делам, я просто диву даюсь и удивляюсь нашей судебной системе и органу надзора за прокуратурой. Ведь такие же в этом же зале Садыр Нургоджоевич тоже был. Он же тоже видел. Мы здесь все освещали это. Было то же самое. Но на сегодняшний день он на съезде судей, он сказал: судьи, приходите ко мне, если кто-то на вас давит. У нас на съезде адвокатов он то же самое сказал. Адвокаты, работайте. Мы работаем. Мы защищаем. И мы защищаем именно те права, которые ущемляются. Именно ущемляются. И боремся с беспределом, который творится следственными органами. Которые просто дали приказ следственным органам составили, а вам, судьям, просто выворачивают руки и сказали: поставь печать. Институт следственного судьи – это бездарный институт получился на сегодняшний день. Это самое лишнее в нашем государстве. Потому что пока мы не выведем орган гособвинения отдельным институтом из Генеральной прокуратуры, оно всегда, я понял, я к этому и веду, из Генеральной прокуратуры, то у нас вот такие посадки, домашние аресты следственными судьями никогда не будут избираться. Никогда не будут избираться. Поэтому я еще раз говорю, что институт следственных судей – это полный ненужный институт, который просто берет, а потом во второй инстанции вас заставляет это просто подтвердить. Уважаемые судебные коллеги, я буду по существу тогда, закончу по существу. Ваша честь, уважаемые коллеги, сегодняшние беспределы остановить, показать хребет все-таки судебной системы, который был сломан много лет назад, можете вы. Но я думаю, вы на это тоже не пойдете. Потому что судебная система на сегодняшний день не стала одним из ветвей власти. Поэтому вот здесь, заканчивая свое слово, я хотел бы сказать так, что пока мы, судьи, мы, юристы, адвокаты, прокуроры, не покажем верховенство права, а будем прогинаться под телефонное право и под приказы, то у нас это опять может оказаться триггером для следующих волнений. Поэтому, Ваша честь, я все-таки считаю, что вина моего подзащитного в следующий раз в ходе следствия будет не доказана. В этом я уверен. А вы сегодня рассматриваете в части меры пресечения, и я все-таки прошу, надеюсь, избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Пускай это будет домашний арест. Пускай будет 24-часовой домашний арест.
ограничьте его во всех соцсетях, но дайте отцу увидеть своих 2 дочерей, которым 3 года и год. Дайте матери обнять своего сына и спокойно жить. Но я боюсь, что этого не будет. И я сожалею об этом, потому что я вырос в судебной системе. И мне обидно больше за судебную систему. Поэтому, Ваша честь, прошу избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. И все-таки надежда умирает последней. Бар, урматтуу төрагалық кылуучу. Эң биринчиден мен коргоочуларга, жактоочуларыма, менин колдоп келген тарапташтарыма терең ыраазычылык билдирем. Экинчиден мен азыр сизди, менин жактоочуларым колдон келишинче укуктук талаага, мыйзамдык талаага чакырган аракет кылды. Бирок тилекке каршы жыйынтык кандай болоорун биз алдын ала билебиз, алдын ала билем. Кемпирге чейин кармабай, кемпирине чейин карабай камап аткандан кийин мен жаш жигит туруп өксүгөнүм да биринчиден туура эмес. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Мени эмне үчүн үй камагына чыгарыш керектигин буга чейин жактоочуларым айтып кетти, бирок мен аны кайталабай эле коеюн. Мен эркин журналист катары дагы Эдил Байсалов менен бир каналда чогуу иштегем. Бирок экөөбүздү ошондогу бийлик камаган эмес. Азыркы бийлик кошоматчылары баш болуп, демократия десе эле чектен чыгып кетти, биз ошон үчүн камадык деп атат. А демократия грек тилинен эл бийлиги дегени президент болобу, ким болбосун, бул элдин жалдап алган гана кызматкерлери. Элге эч качан элди алдына салып айдабаш керек, биринчиден. Экинчиден 32-33 беренеде жазылып турат. Мен эркин журналист катары менин кол тийбестигим да бар. Ошол жагына караңыздар. Биз болушунча адилеттүүлүккө, мыйзамдуу талаага чакырып атабыз, бирок биз чечим андай болборун деле алдын ала мен билем, сезип эле турам. Бирок ошол нерсе дагы ойлорумду айтып кетейин. Азыр саясий системанын туруксуздугу конфликтке келип алып келип атат да. Бирок анын акыркы формасында ал саясий кризис деп айтылып атпайбы? Саясий кризистен чыгууда сөз саны камаш керек, же эркин медиаларды жаап, оозун жаап, муунту менен өзүнүн бийлигин сактап калуу эмес да. Тескерисинче бийлик өз колу менен өзүн муунтуп жатат. Бизди эмес, эркин медианы эмес. Биз отура беребиз, мейли. Эгер биз отурсак, биз отурсак эле өлкөнү үгүп кетсе, мейли биз отуранга даярбыз. Бүгүн жогорку соттун төрагасы Замир Базарбеков. Улагында Садыр Жапаровдун адвокаты болчу. Бүгүн жогорку соттун төрагасы. Бүгүн Бишкек шаардык соттук курамында Шарабидин Токтосунов сиздердин соттук курамында. Тагы ошол киши бүгүн сотто караса болмок. Садыр Жапаров менин ордумда турганда акыйкат издеп Шарабидин Токтосунов ушул жерде боздоп турган. Ушул жерде токтоп турган. Садыр Жапаров ушул тордун аркасында акыйкаттуулукту суранып отурган. Азыр Шарабидин Токтосунов ушул Бишкек шаардык сотунда кызматкер. Сот. Ошол киши келсе болмок. Мен ошол кишиге адилеттүүлүк кандай экенин, чындык кандай экенин көзүнөн сайып көрсөтмөкмүн. Эгер адилеттүүлүктөн таям, ушунча кишинин чындыгын, укук талааны менен уруу ойнобойм. Мен адилеттүүлүк эмне экенин билбейм. Мен бийлик эмне десе ошону актарам десеңиздер, урматтуу сот. Каргышты көтөрө алам десеңиздер, каргышты камдап турган туугандарым турат. Көтөрө алам десеңиздер. Эгер жок, мен баарын адилеттүүлүк чечим менен карайын. Ушунча адвокаттын баары укук талаага чакырып атат. Кой, чындыгына жүрөгүм менен чечейинчи десек, алкыш айтканда тараптар бар. Урматтуу сот, мен эч качан чырылдап, мени бошотуп коюңузчу, же болбосо бийликке мынтип айтып коюңузчу дебейм. Мен сизди укуктук талаага, адилеттүүлүк тарапка гана чакырам. Акыркы сөзүм ушул. Коллегия, урматтуу соттун башчылары, азыркы учурда биз соттук материалдан таянып алсак, белгилүү маселе бар. Алдымызда урматтуу соттук коллегия чече турган бул өтүп коюу чарасы тууралуу маселе. Ал боюнча жактоо тарап өзүнүн зооматтарын келтирди, даттанып берип атат, колдоп атат, өзүнүн ой пикирин айтып атат. Ошондой эле эки тарап болгон соң процессте бир тарап өзүнүн ойун айтты, биз деп айтып койсок, анан ошол тараптардын ой пикирин эске алуу менен ишбат изденме кеңеш бөлмөсүндө мыйзамга чечим чыгарды. Биз да толук түшүнөбүз.
Бирок ошондой эле иш материалына токтой кетсек, биринчи инстанцияда тергөө судьясына тергөө тарабынан өтүнүш келтирип жатат. Өтүнүштө тергөө өзүнүн оюн сотко билдирип, өтүнүшүн ушактан далилдеп берип атат. Далилден соң жогоруда аталган топтом чыгып атат. Ибраимов тергөө судьясы тарабынан эмне деген канааттандыруу жөнүндө өтүнүштү андан соң бөгөт кылычасын тандалуу. Ошол эле топтомдо көрсөтүлгөндөй кылмыштын козголгондугу, кармалгандыгы, айыбы бузулгандыгы жана айыптын ордугу алып, эми топтомго кажети жок. Себеби иш материалын баарыбыз тааныштамыз. Мында башка негиздер жүрүшкөн топтомдо көрсөтүлгөн негиздердин баардыгы маркаларды. Анан ушул топтом менен урматтуу соттуу коллега азыр бир гана эмес, ушул топтом мыйзамдуу эмес талаштар ачык болуп атат. Жактоо тарап өзүнүн пикирин айтат. Биз айтып кетмекчибиз, урматтуу соттуу коллега, биз өз келебизди бул топтом менен толугу макулбуз, колдойбуз. Ошондуктан аны өзгөртүш калтырууну өтүнөбүз. Айтып бирдеме айтасыңыз? Сынбагыла буюрса, биз нормально. Боевой. Все, ушуну мен азыр мен бошоттуруп берем. Ушуну мен токтотолу эфирде, анан жазып коебуз.